случаи заболевания коронавирусом в Якутии, сколько подтвержденных диагнозов и в каких районах. Всероссийские проверочные работы школьники страны покажут свои знания в начале следующего учебного года. Для безопасности пропуска паводковых вод на Олене начали зачернение льда. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Анализ на коронавирус показал положительный результат у 30 жителей республики. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев. Так, положительный анализ подтвердился у 26 жителей Алдана. Все они контактировали с ранее зараженным пациентом, который нарушил режим самоизоляции. 4 новых случая выявили в Якутске. Отмечается, что все случаи были локализованы в аэропорту. Роспотребнадзор региона выявляет круг контактных лиц заболевших. Таким образом, по состоянию на 18 апреля количество зараженных коронавирусной инфекцией в республике составляет 77 человек, 16 из них полностью излечились. Эпидемиологическая обстановка у нас без улучшений, достаточно серьезная, напряженная. Хочу сказать, что мы сегодня убеждаемся в том, что абсолютно правильно поступили, когда ввели карантин на территории города Алдана, потому что тот очаг заражения, который был на рынке, который мы тогда локализовали благодаря введению режима карантина и помещению большого количества людей, свыше сотни, в обсерваторы, сейчас показывает, что это было абсолютно верно, потому что каждый день выявляются новые случаи. И вот за сегодняшние сутки, за прошедшие сутки у нас 26 положительных случаев только по Алдану. Именно среди тех, кто сегодня уже был помещен в обсерватор. Это в подавляющем большинстве, практически 100%, работники рынка и члены их семей. Ну а сейчас о ситуации в Алдане расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. Он готов рассказать. В Алдане ситуация с коронавирусной инфекцией развивается очень стремительно. На сегодняшний день 40 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Более подробнее главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Действительно, у нас значительный прирост заболевших с подтвержденным коронавирусом. Основная часть из них – это работники рынка «Металлург», который основной частью составляет. Из них всего из заболевших 3 человека – это дети. Очередная партия проб для проведения лабораторных исследований направлена в город Якутск. Ждем результатов. Алексей Викторович, если еще подтвердится случай коронавирусной инфекции, как здесь будут развиваться события? Мы сделаем все возможное для того, чтобы новых контактных у нас не появлялось. И на сегодняшний день мы ситуацию контролируем. Неконтролируемых контактных у нас нет. Оперативный штаб держит ситуацию под контролем и принимаются все меры для дальнейшего противодействия коронавирусной инфекции. Введение карантина на Чаянде не повлияло на процесс добычи газа, несмотря на введение карантина после подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома». Глава Якутии Айсан Николаев в ходе прямого эфира в социальных сетях отметил, что всех вахтовых работников месторождения проверят на наличие коронавируса. В ближайшие сутки уже будем принимать ряд решений, уже технических, по развертыванию там на месте медицинских уже групп для локализации и лечения, прохождения лечения там уже людьми, которые находятся сегодня на Чаянинском месторождении. Ну и главное, мы добились того, чтобы «Газпром» уже в ближайшие дни направил туда медицинскую бригаду для поголовного тестирования всех работающих на Чаянинском месторождении, не только вот той структуры, где сегодня выявлен коронавирус, но и всех других подрядных, субподрядных организаций «Газпрома», а это всего свыше 9 тысяч человек. Вот мы уверены, что эта работа будет проведена уже в течение ближайших дней, и после подведения итогов уже реально начнутся шаги по лечению больных, по вывозу здоровых, по дезинфекции помещений, то есть вся та работа, которая уже у нас предписана четко правилами действия в таких ситуациях.
На стационарном лечении в Якутской республиканской клинической больнице находится 13 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Состояние одного из них тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Все диагностические и лечебные мероприятия проводятся в полном объеме, также телемедицинские консультации. Учитывая серьезную эпидемиологическую ситуацию, медицинские работники еще раз призывают соблюдать режим самоизоляции и правила личной гигиены. Власти Москвы предупредили, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ближайшие 2-3 недели, рассказывает Никита Конев. Власти Москвы считают, что пик пандемии COVID-19 придется на ближайшие недели. Об этом в пятницу заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что именно от жителей города зависит, удастся ли справиться с вирусом. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие 2-3 недели. В эти дни именно вы находитесь на передовой. На вас ложится основная нагрузка по борьбе с вирусом. Сегодня от нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией. От всех. От вас, как врачей, от жителей, которые будут соблюдать установленные правила. От нас, как управленцев, которые должны принимать своевременные и адекватные ситуации решения. Ракова отметила, что в последние дни увеличилась нагрузка не только на больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, но и на остальные стационары. Она поблагодарила врачей и медперсонал за самоотверженность, сплоченность, профессионализм и самоотдачу. В России, по данным на пятницу, зафиксировано больше 32 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки диагноз COVID-19 поставили у 4 с лишним тысяч жителей страны. Заболевшие есть во всех субъектах Российской Федерации. За все время выздоровели больше 2500 человек. Жертвами стали 273 пациента. Министерство просвещения страны объявило о переносе всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года. Об этом объявил министр просвещения страны Сергей Кравцов. Ульяна Шагина с подробностями. ВПР в апреле и мае должны были писать все школьники страны с 4 по 11 классы. Но после консультации с учителями, руководителями образовательных учреждений и родительскими комитетами было принято решение о переносе. Принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. Родители якутских школьников такой перенос, мягко говоря, в восторг не привел. Они считают, что после летних каникул детям сложно будет восстановить знания по пройденному материалу. Между тем, по заявлению Кравцова, результаты этих работ в сентябре не будут аттестацией для самих школьников. И за них не станут выставляться оценки. Они нужны будут для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этих диагностик получат соответствующие рекомендации школы, учителя, и будет выстроена необходимая методическая работа. К этой работе мы привлечем педагогические вузы, институты повышения квалификации, методические службы. Уже началась работа по подготовке таких программ, и эта программа будет координироваться Министерством просвещения. Корректировки могут быть внесены и в проведение основного госэкзамена для девятиклассников. В этом году ОГЭ будут сдавать 13 тысяч якутских школьников в период с 8 июня по 31 июля. С учетом эпидситуации регионы могут поменять дату их проведения. Экзамены будут проходить только по 2 основным предметам – математике и русскому языку. Предметов по выбору в этом году не будет. Между тем, Минпросвещения оповестил регионы и об изменениях касательно заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году проводиться не будет. Все участники заключительного этапа считаются призерами. Что касается единого государственного экзамена, об его отмене пока нет информации. ЕГЭ для всех учащихся страны начнется с 8 июня. Здесь также в случае необходимости сроки могут быть передвинуты на более поздний период. Окончательное решение Минпросвещения примет после майских праздников. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск.
Праздничная пасхальная служба в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе пройдет в онлайн-режиме. В Якутске приостановили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Православные верующие смогут увидеть прямую трансляцию пасхального богослужения в эфире нашего телеканала с 23 часов сегодня до 2 часов 19 апреля. Вы, оставаясь дома, смотря телевизор, слушая эти благодатные звуки, тоже будете приобщены к пасхальной радости, к пасхальному празднику. Пожалуйста, оставайтесь дома. Это исключительная Пасха, особенная. Оставайтесь дома, совершайте молитву домашнюю и смотрите пасхальное богослужение на канале Якутия-24. Экипаж МКС Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Мейер вернулся на землю, рассказывает Никита Конев. Члены экипажа МКС, космонавт Олег Скрипочка и астронавты Эндрю Морган и Джессика Мейер попрощались со своими коллегами на орбите и вернулись на Землю. Корабль с командой благополучно отстыковался от станции рано утром в пятницу, и через несколько часов посадочная капсула приземлилась в степях Казахстана. Экипаж встречали люди в масках. Пандемия коронавируса диктует свои условия. И эвакуация проходила по сокращенному сценарию. После приземления Скрипочка отправился проходить реабилитацию в звездном городке. Американцы же полетели на родину. На МКС остались 3 человека. Возглавляет экспедицию астронавт Кристофер Кэссиди. Кроме него на борту находятся россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин. Пропуск паводковых вод – одно из важнейших ежегодных мероприятий республики. Сделать его максимально безопасным и избежать серьезных последствий – первоочередная задача. О том, какие меры предпринимаются, смотрите в следующем материале. В Якутии началась активная фаза подготовки к противопаводковым мероприятиям. На некоторых проблемных участках рек ведутся работы по ослаблению прочности льда путем зачернения и распиловки. На 2 крупных реках – Лена и Колыма – в этом году объем работ рассчитан примерно на 480 гектаров. Зачернение и распиловка на суммарную протяженность в 4 километра. На сегодняшний день объем работ, предусмотренных на реках, выполнен более чем на 50%. Работы проводятся на 8 муниципальных образованиях. На реке Лена это начиная от Ленска до Сангаров. А на реке Колыма это Зырянка и Среднеколымск. По прогнозам, в первой декаде мая вскроется река Лена в Ленском районе и ожидается вскрытие реки Алдан. Во второй декаде мая лед пойдет в центральной части республики и на реке Вилюй. В конце мая ожидается вскрытие северных рек – Оленек, Яна, Индигирка и низовья реки Колыма. Близ Якутска один из проблемных участков реки находится в районе Табагинского мыса. И там сейчас идут работы по зачернению льда. Как отмечают подрядчики, в этом году справиться с фронтом работ им помогает даже погода. Находимся под Табагинским мысом. У нас здесь один участок, 2 объекта. В общей сложности где-то 24 гектара. Туда входит расчистка от снега и от торосов и очернение льда. Нам на этот момент нужен холодный такой ветреная погода. На этой неделе для нас очень хорошая погода. Подобные превентивные мероприятия способны хоть немного повлиять на непредсказуемую стихию и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод. Александр Хавренко, Дюлус Иннокентьев, Якутск. Вместе с дорожниками свою службу несут и специалисты предприятий жизнеобеспечения. Среди них водоканал. Подробности у Сергея Михедова. Главные объекты предприятия – это 2 очистных комплекса, водозаборные сооружения и станция биологической очистки стоков. На первом очищают речную воду перед подачей в город, на другом обрабатывают уже использованную воду перед тем, как вернуть ее обратно в реку. У специалистов, работающих в этих комплексах, мы и решили узнать, изменился ли производственный процесс в связи со сложившейся обстановкой. Производственный процесс практически не изменился, немного выросли объемы воды из-за того, что талые воды сейчас подаются вместе с канализацией. А так, в принципе, работаем в том же режиме.
Получается, что в условиях объявленной самоизоляции характер производства практически не изменился, как и штатное расписание. Другой вопрос – объем воды, который потребляет город. Он снижается, причем заметно, примерно на 7% только с момента объявления режима самоизоляции. Не исключено, что падение потребления продолжится. Но вернемся к процессу производства. Хоть он и не претерпел изменений, защите здоровья сотрудников на объектах водоканала традиционно уделяют повышенное внимание. У нас есть опасность, именно и без того была всегда, да, то, что здесь много загрязнений, бактерий, инфекций и так далее. Но сейчас усилены именно мероприятия по противодействию этому. Чаще нам выдались антисептические средства, да, постоянно обрабатываются поверхности и так далее. Как бы в этом плане носят все защитные средства, поэтому все нормально. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия какие-то, да, вот, по обеззараживанию помещения, обеззараживанию, и коллектив, само собой, проходит проверку ежедневную, заступая на смену на признаки, да, заболеваний, то есть наличие. Все, вот этот контроль ведется постоянно. Средствами защиты обеспечены и все остальные службы предприятия, особенно те, которые работают, что называется, в поле. Например, аварийно-восстановительная бригада службы водоснабжения. Их работа также не сильно изменилась, но исключения все-таки есть. Плановых работ сейчас в связи с коронавирусом нет, если только какие-то аварийные будут работы. Но хотелось бы, чтобы их не было, конечно. Производятся сейчас у нас объезды, откачки колодцев. И, соответственно, выполняем заявки от диспетчера. Несмотря на непростую общую ситуацию, в производственной части работа компании не изменилась. В штатном режиме идет и подготовка к предстоящему паводку. А это значит, что надежности и качеству водоснабжения и водоотведения Якутска ничего не грозит. Сергей Михедов при содействии пресс-службы акционерного общества «Водоканал». Не переключайтесь, мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами.